Я хотел сказать вам спасибо. Я один из тех, кто думает, что вас следует изгнать из этой страны. И я верю в это из-за политики вашего государства. Если бы я был евреем, который никогда не был в Израиле, то уже завтра я мог бы получить там гражданство. Но вот 6 миллионов человек, родившихся в стране, которую вы называете Израилем, вытесненные со своей земли в 1947 году, не имеют на это права. Разве это не одна из причин, по которой палестинцы спорят с израильтянами? Почему вы лишаете их права вернуться в свои дома, в своих деревнях, на своей земле? Вы отрицаете их законное право на это требование, даже в соответствии с международным правом на возвращение. Вы отказываете им в этом праве. Почему вы отказываете им в этом праве? Почему вы даете это право другим людям, которые не имеют никакого отношения к этой земле? Называете ли вы ее Израилем или Палестиной? Почему вы продолжаете захватывать землю? Если, как вы говорите, вы серьезно относитесь к решению в Осло о двух государствах, которые в соответствии с этим соглашением означает, что эта земля должна быть палестинской землей. 500 000 беженцев, большинство из которых стали таковыми уже после Осло. Почему вы позволили этому случиться, если вы так серьезно относитесь к тому, чтобы отдать эту землю палестинцам? Это абсолютно экстраординарно. Вы принимаете нас за идиотов? Вы можете сказать с невозмутимым видом: мы серьезно относимся к миру, но в то же время собираемся захватить палестинскую землю. И вы ожидаете, что палестинцы будут сидеть сложа руки и ничего не делать с этим? Вы знаете, что просили палестинцы? Это гораздо меньше, чем просили бы некоторые люди. Потому что я считаю, что вся система апартеида должна быть демонтирована. Они просили снять осаду с Газы. Просто снять осаду. Пусть у них будет аэропорт, морской порт. Пусть им не диктует правительство, за которое они даже не голосуют, относительно того, что может входить и выходить из их территории. Будет ли у них электричество или нет, чистая вода, лекарства. Что заставляет вас думать, что вам разрешено иметь ядерное оружие и 4-ю по величине армию в мире, и вместе с этим уничтожать палестинский народ, и считать, что у них нет права себя защищать? Как вы это оправдываете? Как вы оправдываете эти двойные стандарты? Епископ Десмонд Туту и Нельсон Мандела описали вашу страну как апартеид, с разными законами для разных людей в зависимости от их расы. Разве это не так? К примеру, посты на западном береге Палестины, где есть входы для европейцев и евреев, и отдельные входы для арабов, просто потому, что ты араб. К примеру, кто-то прошел в дверь, и вас тоже спросят: вы еврей? Вам скажут, что вы не можете зайти. Так как вы не европеец или не ирландец, то вы скажете, что это расизм и апартеид. Но вы сами практикуете это в своем государстве, на военных блокпостах. Как вы можете это оправдывать?